Добрый день, уважаемые родители и наши дорогие учащиеся. Мы уже 6 апреля перешли на дистанционное обучение, и в нашей республике, так же как и по всей стране, введены определенные санитарно-эпидемиологические ограничения, которые введены для того, чтобы наше с вами здоровье сберечь, для того, чтобы коронавирус не распространился так, как это распространяется в других странах. Для того, чтобы проконтролировать, насколько наши дети выполняют требования нашего президента, руководства нашего района, администрация школ ежедневно выходит на рейды. Иногда мы выходим на рейды совместно с представителями отдела ОМВД. Что хочется сказать, что во время рейдов обнаруживается все-таки нарушение. Дети гуляют просто бесцельно. В тех случаях, когда мы останавливаем детей и спрашиваем, куда ты идешь, если они идут там за хлебом, за канцтоварами или еще куда-то, это, конечно же, необходимость, которая нужна в жизни. Но есть случаи, очень много таких случаев, когда дети гуляют просто так, бесцельно. Сложно сидеть дома, это понятно, солнце пригревает, но наше с вами здоровье важнее. Поэтому сейчас время уговоров закончилось, и уже будут приниматься достаточно жесткие меры к нарушителям вот этого санэпидемиологического режима. Вчера мы уже встретили во время рейдов 45 детей, которые ходили по городу просто на прогулке, причем они гуляли далеко от дома. 2 ребенка гуляли в парке Тарсус. А вы знаете, что парки у нас вообще закрыты, гулять в парках запрещено категорически. И вот на 2 детей уже был, к сожалению, составлен акт административного правонарушения. При первом нарушении будет предупреждение, а в следующие случаи нарушений уже накладывается штраф от 300 до 500 рублей. Это вынужденные меры для того, чтобы все-таки приучить наших ребят, наших родителей тоже, быть просто, скажем так, законопослушными гражданами. Раз у нас введено такое правило поведения вот в этот период нашей жизни, значит, надо его выполнять. И я думаю, родители должны с пониманием относиться к требованиям нашего руководства. Берегите себя, свое здоровье и своих близких.